Здравствуйте, уважаемые телезрители! В студии Арифа Кабба мы вновь собрали для вас самые важные события и тенденции вокруг Абхазии. Все, что актуально на данный момент, что касается нас прямо или косвенно, или влияет на имидж республики. Итак, начнем. Сегодня Республика Абхазия отмечает 16 лет со дня, когда президент Российской Федерации Дмитрий Медведев, учитывая свободное волеизъявление абхазского народа, руководствуясь положением Устава ООН, Декларацией 1970 года о принципах международного права, касающихся дружественных отношений между государствами, Хельсинкским заключительным актом ОБСЕ 1975 года, другими основополагающими международными документами, подписал указ о признании Российской Федерации независимости Республики Абхазия и Республики Южная Осетия. Жители Республики Абхазия, как и жители братской Республики Южная Осетия, встретили всеобщим ликованием новость о признании суверенитета своих государств со стороны Российской Федерации. Далее последовал ряд событий, которые как раз служили установлению полноценных межгосударственных отношений. Так, 9 сентября 2008 года между Республикой Абхазия и Российской Федерацией были установлены официальные дипломатические отношения путем обмена нотами между Министерствами иностранных дел обоих государств. 17 сентября того же года в Кремле состоялась торжественная церемония подписания базового всеобъемлющего документа договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Республикой Абхазия и Российской Федерацией. Договора, который явился началом формирования правовой базы двусторонних отношений Абхазии с Россией на основе международного права, включающего экономические, социальные, культурное взаимодействие, а также аспекты обеспечения безопасности, предусматривающие совместное принятие необходимых мер для устранения угрозы миру и актов агрессии. На основании этого договора заключено уже более 100 межправительственных и межведомственных соглашений. По сути, 16 лет назад Абхазия стала полноправным субъектом международного права. Признание России независимости Абхазии обозначило переход на новый, совершенно иной уровень отношений суверенных государств. Отметим также, что в дополнение к базовому соглашению 24 ноября 2014 года состоялось подписание нового договора о союзничестве и стратегическом партнерстве. Данный договор явился важным историческим событием во взаимоотношении двух народов. К другим темам. В эти дни 35 лет назад в Абхазии, в Сухуми, происходило другое важнейшее событие, которое потом оказало огромное влияние на исход Отечественной войны народа Абхазии. 25-26 августа 1989 года в Сухуми проходил первый съезд Ассамблеи Конфедерации горских народов Кавказа, которая позже была переименована в Конфедерацию горских народов Кавказа, а еще позднее значилась как Конфедерация народов Кавказа. Ассамблея горских народов Кавказа была создана за 3 года до начала войны, 25 августа 1989 года, то есть фактически 35 лет назад. В этот день в Сухуми в конференц-зале Совета министров Абхазии прошел первый съезд Ассамблеи, в котором участвовало свыше 500 делегатов из Абхазии и республик Северного Кавказа. Возглавил объединение политик и общественный деятель Муса Шанибов. Конфедерация горских народов Кавказа была по своей сути суверенным национально-государственным образованием. Решения парламента организации имели рекомендательный характер по отношению к официальным руководствам республик, составляющих конфедерацию. Трудно переоценить значение создания этой конфедерации. За 3 года до начала войны, по сути, она стала плацдармом мощного добровольческого движения во время Отечественной войны 1992-1993 годов. С первых дней войны в Абхазии именно Конфедерация горских народов Кавказа стала собирать добровольцев во всех республиках Северного Кавказа и отправлять их на защиту народа Абхазии, сражающегося за свободу и независимость. О том, каково было историческое значение создания Конфедерации горских народов Кавказа, как это повлияло на ход войны и о других аспектах темы, в сегодняшней передаче мы поговорили с историком, доктором исторических наук, специализирующимся на новейшей истории Абхазии Асланом Авицбом. Предлагаем вам интервью с ним.
Приветствуем вас, Аслан, в нашей студии. Сегодня и вчера, это были как раз 2 дня, 35 лет назад, в 1989 году, в Сухуми произошло такое очень важное для нашей истории событие. Это Генеральная ассамблея народов Кавказа. Вот как вам кажется, как историку, который особенно специализируется на новейшей истории Абхазии, в чем была цель вот этой ассамблеи, вот этого события? Ну, во-первых, ее можно назвать ассамблеей, но это был первый съезд горских народов Кавказа. Состоялась она 25-26 августа 1989 года. Это даже по датам видно, что это была ответной реакцией на июльские события в Сухуми в 1980 году. Ну, чуть-чуть надо, наверное, предысторию рассказать, потому что для того, чтобы понять, какую цель, надо характеризовать, какое-то время было. Это время совпало с центробежными процессами в советском государстве, которые привели к его ослаблению и расшатыванию вообще основы советской государственности, которым воспользовались многие из бывших советских республик, которые стремились уже к своей независимости. Флагманом этого процесса были Прибалтийские республики, и к ним примкнула и Грузия. Как всегда, Грузия примыкает ко всему новомодному, как мы видели в истории до этого, в это время и после этого. И все бы ничего, Грузия хотела независимости, ну пусть себе будет независимой, но она хотела, чтобы в независимой Грузии была и Абхазия. А Абхазия в составе Грузии – это все время существования ее в качестве таковой, это угроза самому существованию абхазского этноса. И передовая часть абхазского народа, и весь абхазский народ понимал это. Пока был Советский Союз, это был сдерживающий фактор в борьбе, в противостоянии с грузинским давлением, так скажем. Причем грузинское давление было как до советской власти, как и во время Советского Союза, а после грозило вообще превратиться в стремление к тому, чтобы поглотить абхазский народ как таковой. То есть сталинская формулировка, которую он еще опубликовал в 1913 году, о том, что малокультурный, как он называл, малокультурный абхазский народ необходимо растворить в более культурной грузинской этнокультурной среде, осуществлялось все время. На протяжении вот этого всего советского времени. Советского времени, при его жизни грубо, а после его смерти более щадящими методами. Такая мягкая сила. Да, мягкая сила, которая сейчас выходит на первые роли. То есть она всегда имела хождение и играла очень отрицательную роль в судьбе так Абхазии, так и абхазского народа. Ну вот, сейчас всю эту историю движения Грузии против советского государства, против его единства не имеет смысла рассказывать, но мы должны понимать, что Грузия сама, стремясь к независимости, не допускала мысли о том, что другие народы, которые волей судеб каким-то образом насильно были связаны с ее государственностью, вопросы о постановке свободы с ни южных азерий, ни абхазов они вообще слышать не хотели. Причем это не зависело от того, кто там у власти, коммунисты, демократы так называемые, которые пришли на их смену, да? Даже демократы более жестким методом пресекали стремление абхазов не только к свободе, а стремлению вообще говорят о своей самоидентификации вообще, о том, что мы не грузины, а абхазы. И, простите, вот тут ведете ли вы к тому, что как раз в 1989 году, в июле, случилась такая, скажем, острая фаза вот этого противостояния? Мы вообще можем так назвать вот эти июльские события? Ну, конечно, это была острая фаза этого противостояния, к сожалению, которая вылилась в кровопролитные столкновения между абхазами
и грузинами. Но сейчас историю июльских событий, наверное, не имеет смысла здесь рассказывать. Вы, наверное, в свое время уже говорили об этом недавно, эти события. Также было такой промежуточный юбилей, если можно так назвать, да, этих событий. Ну вот, после этих событий, и до этого было ясно, но эти события июльские уже окончательно продемонстрировали всем тем, кто хотел кто-то замечать, что здесь у нас впереди предстоят трагические события. Если абхазы не отказываются быть самими собой, а Грузия никогда не откажется от того, что абхазы – это грузины, а Абхазия – это часть Грузии, ну, тогда эта противоположность мнений обязательно привела бы к противостоянию, скорее всего, кровопролитному, а силы были слишком неравны. Советский Союз уже был очень слабый, на его роль посредника уже сложно было ориентироваться, и в это время возникла идея воссоздания или более близкое общение с точки зрения возрождения культурных связей и государственных взаимосвязей с братскими народами Северного Кавказа, которые к тому времени представители абхазской элиты, которые осознавали, что наступают трагические времена, понимали, что без поддержки, без братской поддержки в складывающую эпоху, наверное, тяжело будет не только добиваться свободы, но и, может быть, физически выжить в складывающих условиях. Хотя странно, в конце 20-го года говорит об этом, о физическом выживании, казалось бы. Но мне кажется, и сегодня стоит вопрос о физическом выживании народов. Так что это не странно, мы были перед угрозой уничтожения. Как в то время, так и потом во время войны. Кстати говоря, вот как раз уже о войне, да, о военных событиях, как мы знаем, что 15 августа мы уже отметили, и, то есть это дата, День добровольцев, и вот как раз-таки вот такой вот огромный поток добровольческого движения, который пришел сюда по горным перевалам, как мы знаем. Вот как вам кажется, вот базой вот этого как раз и было, да, вот это объединение конфедерации? Как вам кажется, какую роль сыграла конфедерация народов Кавказа в нашей войне, в ее, скажем так, последствиях? Не в последствиях, а в ее течении скорее. В ее течении, да, в том, что рядом с нами оказалось большое количество наших братьев с Северного Кавказа. Но сперва, может, кто-то не все четко понимает, да? На первом съезде, в 25-26 августа в Сухуми была создана ассамблея горских народов Кавказа со столицей Сухуми. Кстати, это вызвало, как вы понимаете, бурю негодования в Тбилиси, какая столица Сухуми. Сухуми – это грузинский город, какой-то горный союз, как ее потом называл небезызвестный Каркарашвили в своем выступлении. Он называл конфедерацию горным союзом. А название конфедерации она получила на третьем съезде 3 ноября, также проводившийся в Абхазии, в Сухуми, а потом в Лыхне, переобразовали ассамблею, конфедерацию, но не конфедерацию территории, а конфедерацию народов Кавказа, КГНК, конфедерация горских народов Кавказа. А потом вот эта путаница, кстати, есть в интернете, то про конфедерацию горских народов говорят, то потом про конфедерацию народов Кавказа. Вот это... В принципе, если уж так говорить честно, там нет никакой путаницы. А ГНК существовал до 3 ноября 1991 года, с 26 августа 1989. 3 ноября было создано, 1991 года была создана конфедерация горских народов Кавказа, то есть переобразована.
4 октября 1992 года, уже в ходе войны в Абхазии, на 4-м съезде Конфедерации горских народов Кавказа, который состоялся в Нальчике, она была преобразована в Конфедерацию народов Кавказа. Но почему? То есть, с чем было связано? Это было связано, да, это было связано, как они тогда сказали, они в Конфедерацию слово горских убрали, потому что в Конфедерацию приняли казачество. Вот в чем была причина. Да. Казачество, как мы знаем с вами, рядом с нашими братскими народами находилось, ну, представители казачества, скажем, да, донских, кубанских казаков находилось... Которые тоже пришли на защиту. В рядах добровольческих соединений, которые сражались за свободу Абхазии. Хотя там нельзя путать, что все казачество было на абхазской стороне. Не все казачество было на абхазской стороне, но большая часть организации, у казаков было очень много организаций, это возрождение казачьего движения было в это время, последнюю фазу существования советского государства и первое время после развала СССР очень много казачьих организаций было. Вот и многие из них поддерживали борьбу абхазского народа за свою свободу. Аслан, извините, еще раз перебиваю, но просто интересно несколько аспектов охватить. Вот вы сказали, что была, конечно, плохая реакция в Тбилиси, да, на все это, но я вот также видела некоторые кадры, видео. Правильно ли это, что потом в ответ на стадионе грузины сделали какое-то большое такое... Вот какая была реакция именно в сухумских, абхазских, тех, которые проживали здесь, грузины, а не только реакция в Тбилиси? Вот была какая-то реакция? Естественно, когда мы говорим о бурной негативной реакции в Грузии, мы автоматически говорим о такой же реакции со стороны грузин, проживавших в Абхазии. Фактически грузины сейчас... Я вообще против того, что грузины плохие, кто-то другой хороший. Нет, мы не об этом, конечно. Речь идет о том, что основная масса грузинского, эмигрантского, исванского населения, которое проживало в Абхазии, подавляющая часть выполнила ту задачу, для которой ее сюда и переселяли. Сыграла функции пятой колонны здесь. То есть они были плацдармом, грузинским плацдармом в Абхазии для завоевания Абхазии и для лишения Абхазии ресурсов к сопротивлению. То есть тут я не стал бы различать реакции местных грузин и их метрополии в Грузии. А вот те события, о которых вы говорите, да, таких событий очень было много. Даже до этого, помните, да, обычно вот по вашему каналу часто показывают события в Гаграх, например, которые состоялись 1 апреля, где у вас на кадрах показывают дерущихся группа на группу людей. Да? Это было 1 апреля 1989 года в апреле. И это все продолжалось в марте. И, соответственно, после создания ГНК, конечно, это, несмотря на бурную негативную реакцию, это все-таки сыграло некоторую отрезвляющую роль в Грузии. И, как вы знаете, война началась не сразу, а через уже 2 года. Не 2, а через 3 года только началась война, да? Почти день в день. То есть, и этому, наверное, способствовало создание и деятельность. Они же не просто создали ГНК, сказали, если вы пойдете, мы поддержим. Они же продолжали работать. Они показывали свою деятельность, они проводили свои съезды, сессии, фестивали. До войны было проведено 2 фестиваля абхазско-адыгской культуры. Как раз второй фестиваль проводился с 18 по 23 июля 1992 года. А 23 июля, как вы знаете, на сессии Верховного Совета был принят флаг. И флаг с сессии, утвержденный флаг, принесли на стадион, где было заключительное заседание, заключительное собрание этого фестиваля. То есть принятие флага и его
как бы сказать, священник приняли участие не только абхазы, а все горские... Это уже в 90-м году, мне кажется. В 92-м, 23 июля. Это на стадионе, на Сухумском стадионе. Да. Флаг впервые принесли туда, и наш прославленный спортсмен Харлам Симоня на своем коне с флагом в руках сделал круг почета. И вот это было первое, первый раз, когда вынесли и несли флаг. И это было, я был свидетелем этого, и это все было под бурную овацию всего стадиона. И это был еще эмоциональный момент. Вот такие моменты. Я еще помню, когда после этих фестивалей со стадиона шли возлагать к памятнику, где сейчас стоит памятник, но тогда камень лежал, да, махаджиром. И вот этот весь стадион выходил наружу и перекрывал все дороги, все трассы. А в трассе тогда были заполнены грузинскими машинами. И это играло эффект. Это был, может быть, эмоциональный эффект, но все-таки это не могло не оказать воздействия на горячие головы, которые стремились так шапкозакидательски относиться к абхазам. То есть это было понятно, что это не просто заявление, а какая-то сила. И все-таки, подытоживая наш разговор и возвращаясь к событиям именно касающимся войны, Отечественной войны 92-93 годов народа Абхазии, вот как вам кажется, вот все-таки сквозь время оценка деятельности конфедерации и ее влияния на то, как потом шла война? Безусловно, это оценка всего того, что происходило в то время, от 35-летней давности, 30-летней о нашей войне. Мы сейчас, как я, в частности, человек, живший в ту эпоху, являющийся невольным или вольным свидетелем этих вещей, и, наверное, то поколение, которое пока сразу по горячим следам это оценивает, да, сложно оценить это с точки зрения истории. Я бы сказал, вот мы же говорим, результаты войны являются судьбоносными для всего абхазского народа. Все, что было задействовано в этой войне, чтобы результаты были такими, какими они есть, имеют неприходящее историческое значение. И создание ГНК, преобразование КГНК и деятельность КГНК в вербовке и доставке сюда добровольцев. Там не только добровольцы, там оружие, там и материальная помощь, и помощь медикаментами там и так далее было. Кстати, там надо отметить наравне с КГНК и МЧА, Международную Черкесскую ассоциацию, президента ее Юрия Хамзатовича Калмыкова, который сыграл выдающуюся роль во всех этих процессах. То есть, может быть, мы не все имена иногда озвучиваем, но наравне с Шанибовым надо все время ставить Калмыкова, потому что Калмыков, будучи еще и известным юристом в рамках всего советского государства, имел колоссальный авторитет на этой территории. Хотя государства не было, но и вот это его авторитет оказал большое влияние, когда он на второй день, 15 августа, призвал не без оглядки на то, как это в Москве посмотрят, в Тбилиси посмотрят. 15 августа он призвал всех адыгов и всех людей доброй воли встать на защиту подвергшейся агрессии Абхазии. То есть и на это способны были немногие. Это нам сейчас кажется, нам сейчас кажется, ну и что, он же наш брат. Он наш брат, но он возглавлял Всемирную Черкесскую ассоциацию. То есть не все во всем мире, даже представители нашей диаспоры, понимали, что здесь происходит. А вот он был одним из первых, кто выступил. Ну и конфедерация, конечно, они сыграли великую роль в нашей победе. И добровольческое движение, чтобы кто-то что-то, никаких спекуляций не было на этот счет, в Абхазии
является самой дорогой религией, которая у нас есть. Вы знаете, пока есть память, есть человек. Если нету памяти, нет человека. Значит, в нашей памяти самое дорогое место занимает вклад добровольцев в нашу победу. Это что касается, чтобы предостеречь всяких любителей по поводу поспекулировать на различные темы. Аслан, огромное спасибо вам за очень интересное освещение этой темы. Большое спасибо. Спасибо вам. На этом у нас сегодня все. Будем продолжать держать руку на пульсе событий. До новых встреч в эфире.